Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Посмотрите, как растет картошка. Всходность 100%. В огороде все растет. Но, конечно, у нас каждый день дожди. Конечно, никак нельзя было в огороде работать. Ночью прохладно, днем дожди. Зря землю топтать неохота, трамбовать. Ягоды цветут, бутончики есть уже. Вот уже ягодки. Скоро созреют. Один раз я лук прополола, вот уже на второй раз уже пора. Потихоньку все растет. А это капуста. Очень плохо растет перец, потому что холодно. Появляется свекла, баклажаны, помидоры. Помидоры, конечно, сидят замечательно. Начинают цвести. Посмотрите, красота какая. Уже пасынки пора убирать. Видно, уже помидоры появляются. Вот так пока в огороде. Но погода сегодня замечательная. Ну, конечно, есть ветер, но ветер теплый. Вот здесь тоже надо прополоть. Здесь в основном навоз у меня. Мы с внуком посадили картошку, вы знаете. Они тоже очень даже хорошо растут. Ой, петрушки второй год. Уже скоро пойдут, наверное, семена. А может мне верхушки вырвать? Вот так отрезать? Наверное, да. А этих надо нарезать и в морозильник. Ой, как хорошо картошка растет. Здесь земля очень навозная. Посмотрим, как будет в этом году. Это петрушка кудрявая. Тоже второй год. Обычно на второй год уже образуются семена. Посмотрим, что у меня в теплице. Вот недавно только посадила я перец. Здесь, конечно, цвет красивый зеленый. Я думаю, все равно перец любит тепло. Здесь огурчики. Посмотрите, они уже у меня тоже растут. Вот наши первые огурчики. Я сегодня сорву, угощу детей. Один огурчик мальчикам, второй огурчик девочкам. Пусть попробуют. Вот они. Ну, скоро будем огурчиков кушать. Маленькие помидорчики. Эти помидоры у меня
однокомнатные. Я их посадила сюда. Здесь растет арбуз. Один куст только. Еще у меня 3-4 куста сидят дома. Тоже надо будет их посадить на улицу. Уже, наверное, пора. Здесь помидоры. Здесь у меня еще земля пустует. Наверное, может, арбузов посажу сюда, я не знаю. Посоветуйте мне, мои хорошие. Арбузы все равно теплолюбивые, да у меня больше уже и места нету. Здесь рассада. Это оставила я сестре старшей. Уже они падают. Длинные. Я подпорку вот так поставила. Все, дожди. У меня в огороде можно ходить, а у нее вообще сильная грязь. В галошах даже невозможно зайти в ее огород, поэтому ждем. Ждем погоду. Сегодня, конечно, погода хорошая, но все равно зайти в ее огород невозможно. Смотрите, красота какая. Стебли толстые. Рассада классная. Скоро погода наладится, я думаю. На следующей неделе, по-моему, дождей нет. Вот я поеду, посажу. В огороде, конечно, много травы в этом году, потому что постоянно дожди. Но я не переживаю, я даже очень рада, что у меня растет сорняк. Я вам говорила, что сорняк тоже у нас безотходное производство. Сорняком, травой мы кормим козлят. Звезда Ютуба, конечно, у меня на улице. Я привязала. А маленькие у меня в сарае. Вот так с корнем выходит трава. Я все выдергиваю вручную. Тяпкой не работаю. Все с корнем вытаскиваю. Где-то корень остается, конечно. Вот так все. Радуюсь каждому сорняку. Вот у меня еще сколько работы. И крапива какая растет, выросла. Тоже вырву. Вот здесь я уже вчера поработала. Хотя идут дожди. У меня земля очень навозная. Поэтому у меня галоши здесь не тонут. Я смогу спокойно работать. А у сестры не так. Здесь грядка большая. Еще огурчиков здесь не посадила. Где-то числа 15-го, наверное, посажу, потому что у меня в теплице есть. Растут огурчики. Поэтому пока подожду. Уже потеплеет все. Когда тепло, наоборот, все хорошо выходит. Вырастет все. Ой, любуюсь, не налюбуюсь. Как хорошо растет картошка. Морковь, конечно, у меня что-то не ахте выходит. Ну ладно, подождем немножко. Я еще и на участке посадила немножко морковь. Потому что употребляем очень много. Укропчики растут. Я их специально не вырвала.
Они сочные, свежие, зеленые. Так хорошо сорвешь для супа, для салата, для второго. Накрошишь. Такой ароматный укроп. Надо будет собирать, нарезать тоже в морозильник. Сегодня погода очень классная, поэтому не хочется с улицы заходить домой. Хочется что-то делать, поработать на улице, в огороде в основном. Вот козел маленький. Траву кидаю им, они кушают. Там загон, там солнышко попадает, они там гуляют. Я уж не пускаю их на улицу, потому что надо их всех привязать, а не привяжешь. Кому-нибудь наделает делов, безобразничает у кого-то в огороде или что-то наделает где-то. Поэтому не хочу ни с кем ругаться, поэтому спокойно держу там. Фураж даю, водичку даю, траву даю. Едят они. А вот наши цыплята наелись и лежат. Им сегодня ровно 45 дней. Посмотрите, мои хорошие, они у меня немножко подросли, хоть нет. Тоже едят траву. Мешанку я им делаю. Отвариваю пшеницу. Намешаю комбикормом. Да и туда катык кладу. Ну, катык это обезжиренное молоко у меня. Стоит немножко, прокиснет, как кефир делается. И вот это все я мешаю. Они с удовольствием кушают. У них гребешки уже краснеют. Они такие довольные. А сюда я опилку стелю. 2 дня только назад я поменяла все. Все чисто. Им здесь светло, тепло, дождь не попадает. Форточка открыта, если что. А если жарко, то форточку закрываю. Сюда ставлю сетку на дверь. Сильно жарко тоже им нельзя. Сильно холодно тоже нельзя. А пьют они простую воду. Здесь вот песок. Они едят. Им для кишечников надо. Тоже они песок любят. Траву тоже кушают. Вон сейчас отдыхают. Они обедали и отдыхают. Чё боишься, а? Вот так. Большущий привет вам от моих сестер, от Саймы, от Минзалей. Они поправляются. Саймапа уже начала ходить, уже выходит на свежий воздух на улицу, ходит, смотрит. Травы там наросло во дворе. Конечно, переживает, но что ж поделаешь. Сейчас приедет 12-го сын, Решат, все наладит, все сделает. Завтра, 11 числа, 11 июня, у нас будет районный Сабантуй. Сабантуй это значит праздник плуга. Каждый год после посева колхозники справляют праздник. Сначала в колхозах бывает Сабантуй, а потом общий Сабантуй районный. Это значит у нас в селе Стерлебашеве. У нас райцентр. Мы живем в районе, но все равно называется у нас село. Я, конечно, не люблю ходить куда-то, где много-много
людей. Но куда я денусь, у меня внуки есть. Им надо показать. Они любят такие мероприятия. Им тоже надо показать. Они что-то захотят купить. Там сладости разные продают. Там сахарные ваты, там хот-доги, шашлыки. Разные-разные сладости продают. Им охота все вместе там кушать. Они любят такое мероприятие. Поэтому я их вожу туда-сюда. Куда я денусь? Бабушка. Я постараюсь вам снимать Сабантуй наш. Большое вам спасибо, что вы передаете привет моим сестрам. Мои сестры Сайма и Низаля передают вам огромный привет. Вот такой привет. Желают вам здоровья тоже, удачи. Самое главное в наше время здоровья и мир. Сестра начала ходить немножко, Сайма. Выходит на улицу, на свежий воздух. Я недавно была у нее, отвезла продукты. Чувствует она себя хорошо. Когда я говорю, вот тебе мои подписчики, мои зрители передают огромный привет. Спрашивают, как ты себя чувствуешь. Она довольная. У нее даже глаза прослезятся. Но все-таки она старая уже. Как старая, не старая, но все равно 76 лет будет в этом году. Лариса осенью. Все-таки 76 лет. Ну, она, можно сказать, одинокая. Хочется общаться, но по телефону мы, конечно, постоянно общаемся. Но этого, видимо, не хватает. Дети приходят, соседи иногда заходят. Сейчас же вот друг к другу как-то не ходим в гости. Раньше ходили, а сейчас все нам некогда. Наверное, этому виноват этот ковид. Привыкли уже, отвыкли ходить по соседям. Куда-то в гости, вот, думаешь, там дети, вдруг я заразная, вдруг я заражу. Тем более я 2 раза болела, поэтому где маленькие дети, где совсем пожилые люди, я уже не хочу ходить. Да и у меня уже и времени нет. Целый день я дома, то готовлю, то убираюсь, то стираю, то в огороде, то скотиной, живностью, что-то делаю. Все некогда. Вот в бане тоже ремонт делать. Надо все доски сюда вытащить, вымыть, все высушить. Я, конечно, крашу. Полы крашу, я уже привыкла так. Один раз покрасила, мне все равно надо будет красить. Тоже хочется все привести в порядок, где крашено у меня освежить. Ну и огород у меня тоже в этом году большой. Тем более я посадила около 5 соток на участке там наверху. Я туда съездила, все немножко тяпкой прошла, хотя там чуть-чуть начали появляться картошки, а сейчас вот уже сколько дней, дожди, я там ни разу не была, больше с того раза. Надо будет сегодня съездить, посмотреть, что там творится. Жуки так и есть. Здесь, там не знаю. Вот не надо упустить. Надо смотреть. Ну вот, погода такая классная. Интернет показывает, что завтра дождя не будет. Дай бог, конечно, все-таки такое мероприятие. Если дождь будет, конечно, будет очень плохо.
Там, конечно, трава, но на траве ходить, когда дождь идет, тоже это не из приятных. Люди выходят отдыхать, люди наряжаются, красятся, прически делают, а если дождь пойдет, это уже очень будет плохо. Да, вот такой праздник. Наш сельский праздник, Сабантуй. На лошадях будут соревноваться. Вы, конечно, меня простите, почаще не получается ролики снимать. Ролики снимать тоже надо время. Потом монтировать, потом вкладывать. На комментарии стараюсь, конечно, отвечать, когда смогу. Выпускать я их выпускаю, оставляю на потом, быстренько-быстренько. Я очень поздно ложусь, где-то час, бывает второй час. Ну, конечно, во время каникул встаем уже поздно. Я 8 часов встаю, а дети где-то около 10. Пока они спят, я успеваю за живностью смотреть, ухаживать и что-то им вкусненькое приготовить на завтрак. Мои хорошие, подпишитесь, пожалуйста, на Дзен и на Телеграм. Конечно, пока не закрыли YouTube, если закроют YouTube, то мы останемся без связи. Да, многие мне пишут, что не получается у нас подключиться на Дзен, на Телеграм, потому что не умеем. Но попросите, пожалуйста, своих детей, внучат или соседей. Хоть кого-нибудь, да. Я боюсь остаться без связи. Конечно, уже нам давно уже с марта месяца деньги не перечисляются за ролики, но все равно я хоть изредка, когда буду снимать, общаться с вами, я уже к вам привыкла. Будем работать дома, будем работать в огороде, у детей каникулы, очень даже хорошо, за уроками не надо следить, рубашки с утра не надо гладить, брюки не надо гладить, все надо смотреть, сделал ли он уроки. Вот этого пока на время каникул не надо ничего делать. Я уже освободилась пока. В конце июня детей соберу в лагерь. Также у нас орленки. Нам бесплатно дает опека. Нам, конечно, приятно. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю самое главное здоровья. Берегите себя. Удачи, семейного благополучия, много-много радостных дней, везения. Ну и, конечно, мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч, мои хорошие. Вот с корнями прямо вытаскивается. Очень даже хорошо. Я сегодня с удовольствием поработаю в огороде. Это моя слабость.